Итак, драгоценные, я думал, как назвать эту проповедь. Es domāju, kā nosaukt šo svētdienu. И знаете, я не хотел дать просто такое мотивационное название. Un es negribēju dot tādu vienkārši motivējošu nosaukumu. Ну, мы много таких проповедей разных слышим. Mēs daudz esam dzirdējuši dažādas motivējošas Как svētdienas, не ограничивай Бога, kā, piemēram, neierobežo Dievu, только веруй. tikai tici. Ну вот в таком духе и у меня эта проповедь, по сути. Nu, īstenībā jau kaut kādā garā ziņā jau arī mana svētdiena И я не būs. знал, как правильно назвать. Es nezinu, kā to pareizi nosaukt, Но по сути, драгоценные, bet būtībā то, что я вижу в Писании, tas, ko es redzu rakstos, Бог не ограниченный. ka Dievs nav Аминь, ierobežojams. скажите. В чат быстро там огоньки кидайте, народ Божий. Огоньки, пальчик вверх. Кричите там, да, аминь, Бог не ограниченный. Dievs nav ierobežots. Драгоценные, мы должны для себя сегодня, прямо здесь, прямо сейчас уяснить две истины. Tieši šobrīd mums ir jāsaprot divas Бог patiesības. не ограничен. Dievs nav ierobežojams. Пропитай себя это. Возьми месяц и пропитывай себя тем, что Бог не ограничен. Paņem sev mēnesi un sev ieskaidro to, ka Dievs ir Утром встаешь, bez ierobežojumiem. No rītiem piecelies, идешь чистить зубы. ej tīrīt savus Прежде чем zobus. начал чистить зубы еще, Pirms tu sāc tīrīt Смотришь в zobus, зеркало skaties и spogulī говоришь, un saki, Бог не ограничен. Dievs nav Даже ierobežojams. когда в моей жизни есть неудача, Pat ja manā dzīvē ir это не neveiksmes, говорит о том, что Бог ограничен. tas nenozīmē to, ka Dievs ir Ты это ierobežojams. должен для себя уяснить, ты должен, это должно стать для тебя самым важным. Tev tas ir jāieskaidro sev, un tev tam ir jākļūst pašam Нет svarīgākam. ограничений у Бога. Nav Dievam robežu, И ты должен уяснить и признать для себя вторую истину, un tev ir jāatzīst arī otrā patiesība, что Бога ограничиваю только я. kad Dievu var ierobežot tikai es. Ты должен признать себе честно. Tev tas ir godīgi Ты jāatzīst. должен пропитать себе истиной, что Бог не ограничен, Tev ir jāpiepild sev ar patiesību, ka Dievs nav но ierobežojams, неограниченного Бога ограничиваю я, ограниченный человек. bet neierobežoto Dievu ierobežoju es, cilvēks. И можно сказать здесь так. Un te varētu tā teikt, Эй, алло, ей, не ограничивай Бога. neierobežo Dievu. И вы скажете, хорошо, я это знаю, спасибо, Андрей, очень ты Tu varbūt поднял во teiksi, мне jā, веру. es it kā zinu, un tu nekādīgi jau Я nepacēli man знаю, что Бог ticību. не ограничен. Es zinu, ka Dievs ir И я neierobežots. знаю, что я сам его ограничиваю. Un es zinu, ka es pats to А дальше ierobežoju. что? Bet ko tad А tālāk дальше я ar to? скажу вам что. Un es Ну, teikšu, интересно вам или нет? vai jums interesē? Да? Нет? Хорошо. Смотрите, драгоценные. Skatieties, Я прочитаю нам всем известное местописание. es jums izlasīšu visiem zinām И я rakstvietu. прочитаю и задам вопрос вам, поймете ли вы. Вот я вас предупреждаю, Es чтобы вы jums- уже ловили что-то. Es jums izlasīšu, un tad es uzdošu jautājumu, vai jūs to sapratāt. Давайте начнем не поочередно, а так чуть только Евангелие от Матфея. Mēs lasīsim Mateja evaņģēliju И читаем мы с вами, un lasām давайте, Матфея 9, 18, 19. 9. nodaļa, 18. 19. pāns. Когда он говорил им сие, там такое предысторие, что Иисус говорит с учениками, да, Tur Jēzus runāja ar mācekļiem и фарисеям. un farizējiem. И когда он говорил им сие, подошел к нему некоторые начальники, кланяясь ему, говорит, дочь моя теперь умирает, но приди, возложи на нее руку, смотрите, руку твою, одну всего лишь, и она будет жива. И встав, Иисус пошел за ним, и ученики его. Un viņam ar tiem tā runājot, redzi, viens vecākais atnāca, metās viņa priekšā zemē un sacīja, mana meita nu pat nomira, bet nāc, uzliec tu viņai savu roku, tad tā taps dzīva. Un Jēzus cēlās un sekoja viņam ar saviem mācekļiem. Да, то есть, что-то заметили? Vai ievērojat kaut ko šeit? Еще нет. Давайте идем чуть-чуть назад. Iesim nedaudz atpakaļ. 8 глава. 8. nodaļa, Я буду Mateja читать только evaņģēlijas. 13 стих. Es lasīšu tikai Вы все 13. знаете pantu. эту историю про сотника, Jūs visi zināt которого šo раб rakstvietu был par болен, virsnieku, kura kalps bija slims, который говорил, Иисус, не надо даже приходить. kurš teica, ka Jēzus tev Скажи только слово. nemaz nav jānāk, Я vienkārši читаю. saki Ну, вы vārdu. поняли историю. 13 стих. Jūs sapratāt, ja? И сказал Иисус сотнику, иди, и как ты веровал, да будет тебе
выздоровел слуга его в тот час. То есть прямо же. в Un тот час. Jēzus sacīja virsniekam: Ej, lai tev notiek, kā tu ticējies, un viņa kalps tapa vesels tanī pašā stundā. А теперь возвращаемся обратно в 9 главу Bet tagad atgriežamies 9. nodaļā и читаем. un lasām. Вы помните, где мы читали? 18-19 стих. «И встав, Иисус пошел за ним, и ученики его». Un viņam ar tiem tā runājot, redzi, viens vecākais atnāca. Нет, 19 стих. 19. 19. Un Jēzus cēlās un sekoja viņam ar saviem mācekļiem. И вот 20 стих. Un 20. И вот vārds. женщина, 12 лет страдавшая кровотечением, подойдя сзади, прикоснулась к краю одежды его, ибо она говорила сама в себе: если только прикоснусь к одежде его, выздоровею. Иисус же, обратившись и увидев, дальше можно не читать. Вы уже знаете эту историю. Я не на это клоню. Не о самом чуде. Un Rieši redz, idem. viena sieva, kas 12 gadus bija saslimusi ar asiņošanu, pienāca no muguras un aizskāra viņa drēbi vīli, jo tā sacīja pati sev: kaut tik vien viņa drēbes varētu aizskart, tad es taptu vesela. Tad Jēzus atgriezās un to ieraudzījis, sacīja. Un mēs tālāk jau zinām, kas tur ir, bet šeit būtība nav par brīnumu. Тут речь идет вообще, драгоценный, не о исцелении. Šeit es negribu vērst uzmanību šim brīnumam. Потому что мы знаем, что Бог не ограничен. Не существует болезни, которую Он не может исцелить. Не существует. Mēs jau zinām to, ka Dievam nav nevienas slimības, kuras viņš nevarētu izdziedināt. Суть в другом. И я хочу, поймете ли вы, я хочу Būtība вас ir побудить citā, размышлять. kuras vēlos jūs uzmudināt. Матфея 15:28. Matei 15:28. Да, вы знаете, что там за история? Женщина, у которой дочь жестоко беснуется. Все известное местописание нам. Tur ir tā meita, kura ir Sieviete, kurai ir meita. sieviete, kurai ir meita, kura cieš no Демоны ļauniem мучают gariem. ее. Да. 28 стих. 28. Тогда Иисус сказал ей в ответ: о, женщина, скажите со мной: о, женщина. О, классно, похвалите себя, сестры. О, женщина, велика вера твоя, да будет тебе по желанию твоему. Tad И исцелилась дочь ее в тот час. Опять же. Второй Jēzus раз. atbildēja un tai sacīja: Ak, sieva, tava ticība ir liela, lai tev notiek, kā tu gribi. Un viņas meita kļuva vesela tajā pašā stundā. Значит, мы с вами уяснили две истины, Tātad mēs sapratām divas patiesības, которые мы должны с вами каждый день работать со своим мышлением. Обещайте мне, что вы это будете делать. un par kurām Bogu jums обещать, būtu jāstrādā katru dienu. И мы уяснили с вами, что ограничиваем Бога мы, Tātad mēs noskaidrojam to, ka Dievu ierobežojam tikai mēs, не доверяя Ему, neusticoties своим viņam неверием. ar savu neticību. И мы с вами видим, что Он исцеляет разные тяжелые диагнозы. Un mēs redzam, ka Jēzus dziedina dažādas smaguma pakāpes slimības. И мы увидели с вами, что, не хочу забегать наперед, что вы здесь, вот в всех 4 разных случаях, Šajos что общее? četros, Одно есть что-то общее. 4 gadījumos šeit ir kaut kas kopīgs, kas tas ir. Адриана ушла. Нет, драгоценные. Вера, все правильно. Вера, Ticība it kā вера. ir pareizi. Нет, вера правильный ответ, но это Ticība не ir конечный pareiza. ответ. Уже ближе, Авита, это правильно. Но есть что-то. Есть одно слово, которое определяет, почему человек начинал верить. Ir vārds, kurš Что? Нужда. Но то нужда ближе. vajadzība, Но есть в нас что-то внутри нас. bet ir vēl kas. Все это правильно, что вы говорите. Все правильно. Tās ir pareizi, bet ir vēl kas. Мы были на свадьбе, Mēs bijām kāzās, и там, пастор Авель сочетал молодую семью, tur mācītājs Ābels salauzāja. и он чуть-чуть поговорил о семье, о том, что такое семья и так далее. И Viņš исцеление nedaudz runāja брака, par, семьи. par ģimeni, par laulību, par laulības dziedināšanu. Если приходит раскол, что семью нельзя разделять. Kad, ja nāk šīs šķiršanās, tad ģimene nedrīkst Была šķirties. только одна категория людей в Библии во времена Иисуса. Только одна категория людей, Bija tikai viena kategorija cilvēku, которая не получила исцеления ни в чем. Не получила от Иисуса ничего. Только одна категория людей. kuri no Jēzus nesaņēma pilnīgi neko. Viena kategorija. Фарисеи,
книжники. Да, Tie фарисеи, bija книжники. farizēji un rakstu mācītāji. Нет, они верили, они даже знали, кто он. Они Viņi даже знали, кто он. ticēja un viņi zināja, kas viņš ir, Они просто отказывались принять. bet viņi atteicās pieņemt. Давайте зайду чуть с другой стороны. Я хочу, чтобы вы все-таки Skatāmies no поняли citas кое-что. puses. Иисус говорит, я не здоровый имеет нужду во враче, а больной. Ir rakstīts, ka ne veseliem vajag ārsta, bet slimiem. Кому он это говорит? Kam viņš to teica? Кому он это говорит? Kam viņš to teica? Да, потому что когда он начал, тут же, в Матфея написано, когда он начал с ними есть и пить, и говорят, о, как это ваш учитель пьет с грешниками и с мытарями. Jo tad, kad Jēzus sāk ēst kopā ar muitniekiem, tad viņam tika pārmests to, kā tad viņš var ēst kopā un dzert kopā ar muitniekiem, ar брат Юра, grēciniekiem. почему, я скажу, брат Юра, почему не нужда это правильный вопрос, но нужд у нас всегда и много, всегда. Vajadzības ir pareizā, daļa no pareizās atbildes, bet vajadzības mums vienmēr ir daudz un Но мы vienmēr. часто с нуждой смиряемся. Bet mēs dažkārt ar vajadzībām есть одно samierināmies, bet ir Есть viens одно слово, vārds. которое ты никогда не смиришься. Это уже после этого. Нет. Сейчас, секунду. Молодцы, мне нравится, что вы активны. Давай. Так тоже нет Адрианы. А? Нет. Воля, она говорит. Воля. Тоже, да. Хорошо, драгоценно. Еще иду дальше. Смотрите. Он говорит, кто имеет нужду, как бы. Не здоровые, а больные. Kam ir vajadzība nevis Как- veseliem, bet slimajiem? Нет. Как еще можно нужду назвать по-другому? Kā var vēl vajadzību nosaukt savādāk? Давайте подсказку сделаю. Когда надо, чтобы приехали родственники, раньше так было, с Украины сюда, что мы делали, им посылали? Запрос. Pieprasījums. Вот, драгоценный, что определяет. Нужд у нас много и разных. Vajadzības mums ir daudz un dažādas. Фарисеи не получили исцеления ни в чем и ни в какой сфере, потому что запроса не было. Farizēji nesaņēma dziedināšanu nekādās sfērās, jo viņiem nebija pieprasījums. И вы заметили, что объединяет эти все ситуации? Не величие нужды и трудностей, Jūs pamanījāt, kas apvieno visas šīs situācijas, ne jau tās lielums, vajadzības lielums, скажу по-другому, teikšu savādāk, не сложность болезни nevis slimības pakāpes ограничила Иисуса сделать чудо. ierobežo Jēzu izdarīt šo brīnumu. Все чудеса, все, вы можете пересмотреть. Я вот открыл поисковик и листал много мест Писаний. Я выписал специально только 3 местописания, в котором в одном местописании прям 2 случая были. То есть 4 случая. Es Да? izrakstīju tikai šīs 3 rakstvietas, kurā pat vienā rakstvietā ir divas Матфея 9, vajadzības. 19 и 21 там прям, да? Так вот, драгоценные, не трудность или сложность твоей нужды, проблемы, что мы говорили, Nevis tavas grūtības, vajadzības smaguma pakāpe определяет, nosaka, сделает это Бог или нет. vai Dievs to darīs vai nē. Мы же с вами уяснили. Mēs taču noskaidrojām, Он не ограниченный. viņš ir neierobežots. А запрос какой во мне? Bet kāds tad ir pieprasījums? И то, насколько велик твой запрос, Un pat tas, cik liels ir tavs то, pieprasījums, насколько ты желаешь решения, cik ļoti tu augsti risinājumā, настолько ты будешь верить. tik tu arī ticēsi. Не так? Vai ne tā? Вот последнюю историю читаем с вами. Lūk, lasām pēdējo Можем stāstu. сначала. Varam no sākuma. Она, подойдя, кланяясь ему, и говорила: «Господи, помилуй, помоги мне». Он же сказал в ответ: «Нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам». Она, сказав: «Так, Господи». Смотрите, она признает: «Так, Господи, и псы едят крохи, которые падают со стола господ их». Тогда Иисус сказал ей, и мы уже читали это: 15. no 25. līdz 27. laikam, ja? Да. Bet tā nāca, metās viņa priekšā zemē un sacīja: Kungs, palīdzi man. Bet viņš atbildēja un sacīja: Neklājas bērniem maizi atņemt un to nomest suņiem priekšā. Bet viņa sacīja: Tā gan, kungs, bet tomēr sunīši ēd no druskām, kas nokrīt no Была koka нужда? galda. Bija vajadzība, О, еще какая. un vēl kāda. Видишь, что твой ребенок страдает,
tu redz, ka tavs И bērns ты cieš. ничем помочь, ни врач, никто не может помочь, Un никто. tu ne ārsts, neviens Ни nespēja viņam фарисеи, ни palīdzēt. фарисеи, ни Ne религиозные лидеры, farizēji, никто. nekas nespēja Вдруг palīdzēt. появляется одна единственная личность, которому все подвластно. Pēkšņi parādās viena persona, kuram visi pakļaujas. Она поняла, осознала, что эта личность есть та, которая может мне помочь. Un viņa saprata to, ka šī ir tā persona, kas var palīdzēt. Еще раз, Vēlreiz, каждый день katru ты dienu должен вставать tev ir с jāceļas. приемом пищи, кофе, чая, зубы чистишь. Ja tu Обед, ēd, вечером, ēd pusdienu no zobs, ir vienalga Ты rīts vakars, должен уяснить для себя. tev ir Есть sevi, только одна личность. kā uiznīt? Запросто. Tev sev ir jāļauj saprast to, ka ir tikai viena persona, Которой подвластно все. kam viss pakļaujas. Подвластно все. Viss pakļaujas. Любая твоя нужда, Jebkura твой vajadzība. вопрос, который годами не решался. Tavs jautājums, kurš varbūt gadiem nav Он risinājies, годами не решался, это тебя поэтому и привело, что все, моя нужда, она нерешима. Бог, видимо, не всемогущий. un tad, kad tā problēma nav risinājusies, tad tu varbūt nonāc pie tāda secinājuma, ka Dievs tā kā negrib risināt, viņš nevar risināt visas А problēmas. после того, когда мы понимаем, ну Бог же свят, Он велик, Bet tad, kad mēs tā kā sev iegalvojam to, ka nē, taču Dievs ir svēts un varens, проблема во мне. bet problēma taču ir И manī, мы смиряемся с этим. un tad mēs samierināmies ar to. Но когда у нас есть запрос, Bet tad, kad mums ir pieprasījums, когда у нас есть реальный запрос, как у этой женщины, tad, kad mums ir reāls pieprasījums, kā Ja šai speciāli- sievietei, эту историю читаю последнюю. šo stāstu es lasu speciāli pēdējo, Потому что она не готова была jo viņa nebija gatava отступить. atkāpties. Вот в чем суть, дорогие. Lūk, kuri ir būtība. Смотрите, на самом деле ей особая вера даже не нужна. Nu, īstenībā jau tur kaut kāda liela ticība Надо nav просто jābūt. понять истину. Ir vienkārši jāsaprot patiesība. Вот Иисус, Lūk, ir который Jēzus. умер на кресте, Viņš nomira pie krusta. не решает все, а решил уже все. Nevis, kad viņš risinās, bet viņš jau ir Надо visu себя atrisinājis. пропитать этим. Sevi ir jāpiepilda ar to, Что готов сделать я? ko es esmu gatavs Услышьте меня. darīt. Чтобы не ограничить его Lai Через viņu свою жизнь. neierobežotu через себя. caur sevi. Смотрите, один говорит, дочь моя умирает, приди, возложи руку, всего лишь одну руку. Не две, одну, ему хватило одной. Tas cilvēks saka, mana meita ir nomirusi, nāc. Мирст, умирает. У тебя уже написано, ну ладно, не суть. Man да. jau nomira. Хорошо, ладно, умерла, приди, возложи руку. Nāc un uzliec tikai vienu roku. Да, в Луки написано, что она еще не умерла, потому что пока эта женщина к ней прикасалась, пока он с ней говорил, тогда дочь умерла. Поэтому она еще не была мертвой, по сути. Да, в Луки. Lūkas evaņģēlijā, viņa bija miršanas procesā, un kamēr tur tā sieviete tur ar to asiņošanu pa vidu maisījās, tikmēr viņa nomira. Пока она хотела просто своего исцеления, дочь умерла. Ух, какая ты тетя, а? Kā šī sieviete gribēja sev dziedināšanu, tikmēr cits nomirst. Да. Смотрите. Ибо она говорила сама в себе. Jo viņa teica pati sev. 9:21. 9:21. Я показываю вам запрос. Es rādu jums Ибо она pieprasījumu, говорила сама в себе. Если только прикоснусь к одежде его, выздоровею. jo tā sacīja pati sev, kaut tik vien viņa drēbes varētu aizskart, tad es taptu vesela. Все, что определяет, то есть общее, что в этих местах Писания мы видим, Kopējais, ko mēs redzam šais rakstvietās, что для нее не стоял вопрос, может или не может. Она и так знала, что может. viņai nebija jautājums, vai viņš varēs, vai viņš Вопрос, nevarēs. смогу ли я коснуться? Bet jautājums bija to, vai es varēšu Смогу ли pieskarties. я через эту толпу протиснуться? Vai, Понимаете? vai es varēšu caur šo pūli iziet cauri? Толпа — это куча тысячи мыслей в твоей башке, простите, что так вот, в твоей голове, которые мешают тебе прийти и прикоснуться к краю одежды Иисуса. Varbūt tevī ir Не vesels, varbūt, это так и есть. tevī ir vesels pūlis, domas, kas ir tavā galvā,
kas tev traucē Заметь. pieiet pie Jēzus drēbēm, pieskarties Ее не tikai. волновал вопрос, сможет он, исцелит ли он меня. Ее не волновал этот вопрос. Viņai vispār nebija jautājums par to, vai šaubas, vai Jēzus varēs izdziedināt. До этого мы с вами, не до этого, а мы знаем с вами, что в Луки написано, что она растратила все имение по врачам. Un Lukas evaņģēlijā tā situācija tika aprakstīta vairāk to, kad viņa bija izšķērdējusi visus savus Ej iekrājumus навредили. pie daktariem, И они ей навредили. bet viņai kļuva tikai То есть sliktāk. запрос был так велик, что она готова была потратить все имение. Tātad viņai Все pieprasījums сбережения. bija tik milzīgi liels, ka viņa bija gatava visus savus iekrājumus zaudēt, И она это сделала. un viņa arī to Ей это не zaudēja. помогло. Bet tas arī Стало nelīdzēja. хуже. Viņai И kļuva вдруг она sliktāk. слышит, Un Dievs to что dzird, есть личность, kad ir имя persona Иисус. un ir Jēzus, Для тебя, который умер и воскрес, и жив вовеки, скоро грядет. kurš tev ir mīris, augšām cēlies un nāk. И вопрос в том, Un jautājums, смогу ли прикоснуться я? vai es varēšu Потому что pieskarties? думала сама в себе. Jo viņa pati sevi Если только domāja, прикоснусь ja tikai es pieskaršos к одежде его. Pie viņa В Луки написано, drēbju к краю vīles. одежды, исцелюсь. pie drēbju vīles, tad es tikšu dziedināta. Вот в чем вопрос. Lūk, А kur там jautājums. отец говорит, ты приди, только руку возложи. Даже не надо ложиться, как там Павел на кого-то ложился, или Елисей, или Илья. Не-не-не, в Ветхом Завете, помните, пророки ложились на мальчика вдовы, не вдовы, а не было детей у нее, и он помолился, помните, в Ветхом Завете. Он ложился на этого мальчика. Un tēvs, viņš prasīja tikai, lai tikai vienu roku uzliek, neko vairāk, tur nekādas uzgulšanās vai kaut kas tam līdzīgi, kā tas vecā darībā notika. Сотнику вообще ничего не надо. Virsniekam vispār neko Не nevajag. приходи даже. Pat Не nenāc. возлагай даже. Pat Скажи neuzliec только rokas. слово. Tikai saki vārdu. Да, это вера, да, Jā, tā это ir вера. ticība, tā ir Но ticība. запрос был Bet какой? kāds tad bija šis pieprasījums? Вопрос не стоял, может или не может. Jautājums nav var vai nē, Вопрос в том, bet jautājums, как я могу достигнуть этого результата. kā es varu sasniegt šo rezultātu. Вы понимаете, к чему я клоню? Jūs saprotat, uz ko es Женщина не liecos? привела эту дочь к Иисусу. Sieviete, viņa neatveda meitu pie То есть, по сути, Jēzus. она делает то же самое, как сотник. Viņa Иисус. būtībā darīja to pašu, ko virsnieks. Она была с окрестностей мест, где занимались сильно там оккультными вещами. Viņa bija no tā apgabala, kur ļoti daudz nodarbojas ar okultiskām lietām. Это ей надо было выйти оттуда. Дочь с собой она взять не может, потому что та беснуется. Viņai pirmkārt vajadzēja iziet no turienes ārā, un meita То viņa есть nevarēja пройти paņemt путь. sev līdzi. Viņai vajadzēja iziet ceļu. И она говорит, Господи, моя дочь жестоко беснуется. Un viņa teica, Dievs, Jēzu, mana meita smagi То есть- apņems ļaunais gars. И я знаю, что только Ты можешь помочь. Un es zinu, ka tikai tu vari И palīdzēt. хорошо взять хлеб у детей. Un viņš saka, nav labi ņemt maizi Согласна? bērniem. Jā, es согласна. piekrītu. Но скажи только слово. Bet saki tikai vārdu. Кроху дай мне просто. Iedod man tikai drupaciņu. Крошку дай мне. Tikai drupačiņu. Иисус смотрит на эту крошку, горчичное зерно. Это то же самое горчичное зерно. Un tas ir tas pats sinepju graudiņš. Šī Дорогие, drusciņa ir tas Услыши pats меня. sinepju graudiņš. Вопрос не в том, что мне так надо верить. Jautājums nav tajā, ka man ir Нет. tik ļoti jātic. Вера в том, что Иисус все сделал. Вот и все, пойми. Nē, ticība ir tajā, Всё. ka Jēzus В это jau сложно izdarīja верить? visu. Vai tad tam ir grūti Нет. noticēt? Вопрос, смотрите, я закончу вот чем. Jautājums. Женщина, которая страдала 12 лет, Sieviete, kas cieta 12 gadus, она потратила все имение, viņa pazaudēja visus iekrājumus, чтобы получить исцеление. lai saņemtu dziedināšanu. Что готов потратить ты, Ko esi gatavs zaudēt tu, чтобы приблизиться к Иисусу? lai tuvotos Jēzum? Вы должны понять, по закону она не имела права вообще заходить в общество. Pēc likuma viņa vispār pat nedrīkstēja ienākt sabiedrībām, Вы iziet понимаете, sabiedrībā, запрос ее души. bet viņai bija dvēseles pieprasījums, И она перешагнула все. un viņa pārkāpa šīm До этого likumam. потратив все. Līdz tam viņa iztērēja visu. Вот что значит запрос. Lūk, ko nozīmē Что pieprasījums. готов ты сделать, чтобы Бога, давай вот так я и скажу, что готов ты сделать, чтобы не ограничить Бога? Ko esi gatavs izdarīt tu, lai neierobežotu Dievu?
очередной раз не получилось. Ai, kaut Я kā так katru reizi старался. nesanāca, es tā Я centos. молился каждый день. Es lūdzu katru Даже dienu, постился. pat И gāvēju. даже там целую молитвенную цепочку подключил. Un tur pat veselu lūkšanu rindu Послушайте, эти люди ничего pieslēdzu. не знали о цепочках, о молитвах, о церквях. И такого не было еще. Šie cilvēki vispār nezināja ne par kaut kādām lūkšanu ķēdēm, ne par baznīcām, pilnīgi neko. Мы имеем это все и все равно не имеем того, чего имели они. Bet mums tas viss ir, bet tik un tā mums nav nekā. Потому что надежды много на все. Jo mums ir cerība uz visu, Кроме visiem, tikai ne uz vienu. Как приблизиться и коснуться края одежды? Mums nav cerība uz to, kā aizsniegt Jēzus vīles, drēbju vīles. Иисус, скажи только слово. Jēzus saka tikai vārdu. И потратить время, час, 2, 3, 5, не знаю, Un varbūt неделю. pazaudētu 2-3 stundas nedēļu. Какое слово скажешь? Kādu vārdu, ja es tu teiksi, Исцелись. esi dziedināts. И тотчас ты исцеляешься. Un tai pašā stundā написано, tu esi totчас. dziedināts. Tai Тотчас, pašā как он stundā, изрекает слово, тотчас исцеляется. tai pašā stundā, kad viņš izveš vārdu, tad tu esi dziedināts. Тотчас женщина с того часа стала здорова. Un sieva есть tapa pamūžam vesela mgновение. tanī pašā stundā. Так написано. Tā ir И rakstīts. везде, заметьте, везде так. Tur Все tā местописания, которые мы visās прочитали. rakstvietās tā ir rakstīts. У каждого был свой запрос, заметьте. Katram bija savs У каждого pieprasījums. был свой запрос по мере того, к одному прийти, к другому не приходи, к третьему только скажи. Katram bija pieprasījums tur pie viena atnākt, pie vienam tikai pateikt, citam pieskarties. Вы заметили, да? И у Ievērojāt. каждого была разная ситуация. Un katram bija Разная savādāka нужда. situācija, savādāka У vajadzība. кого-то умирает, Kādam у кого-то mirst, беснуется, kādam ļaunie кто-то gari, болен. У kāds кого-то вообще slims. слуга болен, не сам даже, не семья, не дети. Kādam vispār tas Слуга bija tikai просто. un vienīgi kalps, tāpat ģimene nebija. Ну вот задумайтесь, дорогие. Tad Даже, aizdomājieties, даже это не сын, не дочь, слуга написано. tur nebija pat meita vai dēls, bet kalps. Услышьте меня. Ievērojiet, Вопрос даже не стоит, что тебе надо. jautājums nav tas, kas tev ir vajadzīgs. Какая твоя нужда? Вопрос даже не в этом, потому что если Kāda даже ir tava слуга получает vajadzība? исцеление, Jo, ja pat kalps saņem dziedināšanu, вопрос в том, tad jautājums, насколько велик твой запрос. cik liels ir tavs Смотрите, pieprasījums? и то, насколько твой запрос к Иисусу, Un cik liels ir tavs pieprasījums uz настолько Jēzu, ты готов и верить. tik gatavs tu esi arī ticēt, Да, то есть давайте так скажу, довериться, uzticēties. что только Он это и может. Jo tikai viņš to var izdarīt. Только Он это, всех этих людей. Visus šos cilvēkus, Посмотрите про слепых. paskatieties uz Библию. Я просто не aklajiem. стал читать эти местописания. Es nelasīju šīs Там rakstvietas. написано, ему говорили, замолкни, тихо, 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 тихо будь. Viņam lika aiztaisīt muti, lai viņš А klusētu, сказано, а он еще более начал кричать. bet viņš Иисус, vēl сын vairāk Давида, помилуй меня. kliedza. Jēzus, Dāvida dēls, apžēlojies par И mani, говорят, приведите его. un viņš saka, atvediet, Что ты хочешь? ko tu gribi. Видите, Redzi, какой вопрос? Будто ты kāds ir Иисус не знаешь. pieprasījums? It kā Jēzus to Каков nezinātu. твой запрос? Kāds ir tavs Чтобы pieprasījums, мне прозреть. lai es redzu? А ты веришь? Смотрите, простой вопрос опять. Un tad atkal vienkārši веришь, jautājums, vai tu tici, Что я могу это? kad es to varu Вот и izdarīt? все. Да, верю. Jā, ticu. На, бери. Un viss. Ņem, saņem. Вот и все, дорогие. Вопрос вот в чем. Веришь ли ты, что Иисус это Jautājums, может? vai tu tici, ka Jēzus to var И izdarīt? все. Нет такого, знаете, что надо прямо рожать веру. Un nav jābūt tā, ka tu kaut kā dzemdē to ticību. Вера простая. Ticība ir vienkārša. Веришь ли ты, что я это могу? Vai tu tici, ka es to spēju darīt? Да, верю, Иисус. Jā, es ticu, Jēzus. И дальше вот идет твой процесс. И смотрите, тут очень важно. Un lūk, tālāk jau iet šis process, kas ir Это svarīgs. процесс доверия Иисусу. Tas ir uzticības process Jēzum. Когда ты ходишь с Ним Tad, kad tu ej ar или viņu идешь за Ним. vai seko viņam, Ну, как эта женщина, у которой дочь бесновалась. kā šī sieviete, kurai meita как bija этот ļaunāk ar начальник, apsēsta, vai kā Который, šis приди, virsnieks. приди, только руку возложи. Понимаете, о чем я говорю? Saprotiet, ko es runāju?
Как эта женщина, которая смотрит сквозь толпу, да, куда Иисус свернул, лишь бы мне из фокуса не потерять, я пойду за Ним, так мне только прикоснуться, хотя бы к краю, хотя бы к ноге нет, хотя бы к одежде нет, хотя бы к краю одежды. Ну, вы Kā понимаете, šī я так. sieviete, varbūt viņa caur šo pūli visu laiku sekoja ar acīm līdz Jēzum, Где lai ты tikai nepazaudētu viņu no вот, savām вот, acīm, no вот. savu fokusa un sevi apgalvoja Вот, visu laiku, lai драгоценный. tikai pieskartos tai vīlītei. Жажда, запрос, Slāpes. желание, страсть. Kaisle, vēlēšanās, Просто прикоснуться. vienkārši tikai pieskarties. И для этого надо одну простую вещь. Un tam vajag tikai vienu parastu Каждый lietu. день пропитывать себя, Katru dienu sevi что он piepildīt не ограничен. ar to, ka viņš ir neierobežots. Ограничиваю его только я. Bet, kad ierobežoju viņu tikai И мое es недоверие. un mana Или neusticība, давайте скажу так. vai teikšu tā, Мой прежний опыт неудач. mans iepriekšējais neveiksmju stāsts, Да, varētu teikt, jā. опыт, Pieredze, neveiksmi pieredze. Попал на такое видео, Man gadījās redzēt tādu video, где богатый еврей едет на крутой машине. kur bagāts ebrejs brauc ar tādu ļoti dārgu mašīnu. Видимо, рядом сидящий его снимает. Он говорит, скажи, что с детства тебя родители учили? Un viņam tas blakus sēdētājs viņu filmē un prasīja viņam, ko tev bērnībā vecāki mācīja. Говорит, отец мне, ну, я не помню ту фразу, как он сказал, ну, то есть воспитывал, чтобы это отпечаталось в крови. Viņš teica to, ka viņa tēvs Учил. viņu mācīja to, kas viņa asinīs, Отпечаталось, чтобы это было как отпечаток в крови. lai tas ir kā asinīs tāds Да. nospiedums. Что говорит? Мы не говорим Богу, мы идем к Богу и не говорим Ему о наших проблемах. Kad mēs neejam pie Dieva, lai stāstītu viņam tikai par savām problēmām, Но мы идем к проблемам и говорим, как велик наш Бог. bet lai mēs ejam pie problēmām un stāstam viņam, cik varants ir mūsu И Dievs. все, короткое видео. Viss, video Вот что beidzās. родители учат своих детей Lūk, ko vecāki mācīja saviem bērniem, у евреев. ebrejiem. Так мы должны начать просто. Mums ir vienkārši jāsāk. Вы понимаете, что вместо тебя никто этого не сделает. Jūs saprotat, ka jūsu vietā to neviens Я neizdarīs. повторюсь еще раз. Es atkārtošos Эта vēlreiz. женщина пробовала. Šī sieviete, viņa Она mēģināja. потратила все свое имение, Viņa pazaudēja visus savus чтобы врачи, iekrājumus, кто-то другой сделал вместо нее. lai kāds cits šie dakteri Izcelīja izdarītu viņu. viņas vietā kaut ko, Никто не lai... смог ее исцелить. Un neviens dakters nespēja viņu dziedināt. Черь, дерзай, черь, вера твоя спасла тебя. Ņem drošu sirdi, mana meita. Tava ticība tev palīdzējusi. Она сама себя исцелила. Viņa pati sevi izdziedināja. Ты себя можешь исцелить. Tu vari sevi izdziedināt. Ты можешь достигнуть свой прорыв. Tu vari sasniegt savus Ты можешь izrāvienu. достигнуть то, чего ты годами, может, не достигал. Tu vari sasniegt to, ko gadiem neesi sasniedzis. Ты и только ты. Tu un tikai tu. Конечно, не без Христа, 100%. Protams, ka ne jau bez Kristus. Я не стараюсь сделать веру только в себя, ты все можешь. Es Нет. šeit nerunāju par to, ka tev ir jātic tikai sev un Но я хочу ticība смело sev, сказать, bet es varu droši эта apgalvot, женщина исцелила себя, ka šī sieviete viņa pati когда izdziedināja пришла на sevi, встречу с Иисусом. kad viņa atnāca uz tikšanos ar Jēzu. Слуга Kalps получил исцеление благодаря Занем. своему, ну хорошо, римский сотник получил свое чудо. Он это спроецировал. Šis virsnieks, viņš saņēma savu brīnumu, tāpēc, ka viņš to izprovicēja. Женщина, у которой дочь бесновалась, получила исцеление своей дочери. Она исцелила свою дочь, потому что она пришла к автору исцеления. Sieviete, kurai meita bija ļauno gara apsēsta, viņa saņēma šo dziedināšanu, šī meita saņēma dziedināšanu tikai tādēļ, kad mamma atnāca pie Jēzus. Все, ты должен перестать распускать нюни, Tev ir jābeidz секолотес, puņķoties. пунтётес. Ты должен взять ответственность Tev ir jāuzņemas atbildība и создай в себе запрос. un jārod sevī šis Каждый день pieprasījums. проповедуй сам себе, не другим, себе. Katru dienu sludini sev. Мой Бог не ограничен, не сдержан ничем. Mans Dievs ir neierobežots un nekas viņu nespēja noturēt. Матери, не помню какой церкви, там, помню, в одной проповеди слышал, что матери какой-то очень давней церкви, мамы, то есть мамы, которые в церквях молились, да, это там
19-18 веке. Kaut kādā 18. un 19. gadsimtā bija draudzes, kurās bija mammas. Ну, то есть их называли матери церкви. Tur bija sievietes, laikam, Да. Sievietes, kuras sauca par draudzes Которые не mamām, учились ни в одной семинарии, никуда не ходили, нигде не kuras поступали. nemācījās nevienos semināros un nevienas skolas Но neapmeklēja. одну вещь они для себя уяснили, которую сегодня ученые доказывают, ученые. Bet vienu lietu viņi saprata, kuru šodien apgalvo arī zinātnieki, Бог так высок, что его не перепрыгнешь. kad Dievs ir tik augstu, kad viņu Он так nepārlieks, широк, что не обойдешь. ka viņš ir tik plats, Он kad так viņu низок, что не neapiesi. прокопаешь под ним. Viņš ir tik zemu, ka tu neizraksies Он cauri. так необъятен, что невозможно его обнять. То есть так, велик, да? Viņš ir tik liels, ka viņu nevar apskaut. Это была их песня. Tā bija viņa Они это dziesma. пропевали. Viņas to dziedāja. И так они верили в всемогущего Бога, что там просто такие чудеса и знамения были. Un tā viņas ticēja visvarenajam Dievam, ka tur notika brīnumu zīmes. Ты должен, Tev ir. ты обязан наконец-то Tas взять ir tavs ответственность pienākums ņemt atbildību сам за свои нужды, pats par savām vajadzībām, сам за свои исцеления. pats par savu Перестань dziedināšanu. возлагать свои нужды и исцеления на других. Beidz uzlikt savas cerības uz to, ka tev cits dziedinās. Да-да, вот именно, надежды на других. Savas cerības uz citiem. Это нормально, когда мы можем общаться и подбадривать друг друга. Tas ir normāli to, ka mēs varam būt sadraudzībā, ka mēs varam uzmundrināt Но viens эти otru. люди не имели ничего, Bet кроме šiem Иисуса. cilvēkiem nebija nekā, tikai У Jēzus. них не было надежды. Viņam nebija cerības. Я скажу еще одну фразу. Un es teikšu vēl vienu frāzi. Должны умереть в тебе все надежды, кроме Христа. Tevi ir jānomirst visām cerībām, izņemot Перестань Kristus. надеяться на кого-либо. Izbeidz cerēt uz У этих kādu. людей не было надежды. Šiem cilvēkiem nebija cerības. Когда дочь умирает, Tad, kad meita mirst, надежды нет. tad nav cerības, Но есть Иисус. bet ir Jēzus. И та надежда Un tā cerība, не постыжает. tā nepaliks kaunā. Понимаешь? Все твои надежды на Visas что-то tavas должны cerības умереть. uz kādu vai citiem, Должны умереть. tām ir jānomirst. И должна остаться единственная надежда. Un ir jāpaliek tikai un vienīgai cerībai, Иисус. kas ir Jēzus. Иисус. Jēzus. Ты обязан заняться каждый день сам собой. Tas ir своим tavs мышлением. pienākums ar sevi nodarboties katru dienu. Начни это делать. Sāc to darīt. Воспитывай свой мозг, свое мышление. Audzē un audzini savas smadzenes un savu domāšanu. Вспомните просто, когда вы в жизни чего-то хотели вот в спорте достигнуть, в молодости, допустим. Atcerieties, kā bija jaunībā, tad, kad jūs gribējāt kaut ko sasniegt, piemēram, sportā. Я своим детям рассказываю Es saviem bērniem и stāstīju сам удивляюсь. un pats Откуда brīnos, такая сила воли была у no меня? kurienes man bija tāds gribas Сейчас ее нет spēks. почему-то. Tagad tās vairs nav. Мама, Kaut kā. папа свидетели. Mamma un tēvs ir Каждый liecinieki. день. Es katru dienu, Как вот помолиться. tas bija man tā kā palūgt. Каждый день я отжимался. Es Каждый день. katru dienu pievilkos, Не, отжимался. piepumpēju, Начинал- piepumpējos. Начинал с 10 раз по 3 раза. Sākot ar 10 reizēm, pa 3 reizēm. Потом делал 70 по 3. Tad es taisīju 70 reizes, pa 3 Когда в reizēm. школе надо было ступенькой отжиматься. Bet tad, kad skolā vajadzēja atspiesties, Ступенька, есть так по ступеньке. То есть раз, потом встаешь, 2, и потом 3. Ну, это ступенька kaut kāds называется. pakāpēs, Да. Им надоело просто считать. viņiem apnika vienkārši skaitīt. Отжался где-то 300 раз. Kaut kur 300 reizes es varbūt Потому что я просто, atspiedos. это была нормальная дисциплина. Я дома отжимался 3 раза по 70. Jo И tā больше. man bija normāla disciplīna, jo es Каждый mājās katru dienu Я еще помню, что папа или мама, не помню, кто, сказали, чтобы поздно этого не делать, чтобы сердце не колохматилось, потом заснуть можно. Man, И я старался 8 часов. И man всё. mamma ar tēti vēl brīdināja to, ka lai es vēl vakarā to nedaru, jo pēc tam sirsnīgi nevar nomierināties, tāpēc to darīju 8 vēlākais. Ну да, знаете, когда ты отжимаешься, все, потом взбудоражен. На штангу ходил, поднимал такие весы, такие каждый день непреклонно. Es gāju uz svaru zāli un cēlu nenormāli liels smagumus. Трудно бегал, Каждую думаю, диену. все, буду бегать. А кто знает, там вот, где мама живет сейчас, там горка есть. И я
спринтом 3 раза, 4 раза, максимальная скорость наверх в горку бежал. Un tad, kad vajadzēja skriet, tad es skrēju pa kalniņu augšā un lejā, Бежал uzņemot наверх ātrumu, спринтом, потом выдыхал, спускался. uzņemot ātrumu, skrēju uz augšu. И когда бежал по ровной, обгонял всех. Un tad, kad es skolā skrēju pa taisnu, es Un tas visus varēju apskriet. Вот понимаете, вот когда ты чего-то хочешь достигнуть, Redziet, kad tu gribi kaut ko когда ты sasniegt, хочешь быть лучшим, потому что над тобой смеются, что ты что-то не можешь сделать. tad, kad tu gribi būt labāks par citiem, jo par tevi ņirgājās, Дьявол смеется над тобой, Sātans viņš ņirgājās Что par ты слабак. tevi, ka tu esi vārgulis, что ты не можешь, ka tu nevari. что вот видишь, годами ничего не меняется. Redzi, Где твой gadiem jau Бог? nekas nemainās, kur tad ir tavs Покажи Dievs. ему, где твой Бог, наконец. Parāda taču viņam, kur Ух, ir я аж tavs сам Dievs. умудрился, пойду отжиматься. Ну я духовно говорю, духовно. Es šoreiz runāju par garīgo Серьезно? atspiešanos. Я аж прям взбодрился сам. Я как вспомню, для меня это прямо ждать, хлеба не дай поесть, а отжаться надо было. Tajā laikā tas man bija labāk neēst, bet atspiesties, un tā bija Да, mana я dzīve. прям, вы даже не помните, они телек смотрят, а я раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, 10. Помню? Не помню? Да, мам, помнишь? Ну, мама помнит. Я уже тогда штангой занимался только. Тогда уже перешел на штангу, это пораньше чуть-чуть. Это уже был не вес, это, ну, уже все телом своим. То есть вы поняли, то есть Sapratāt. суть в чем? Я это хотел показать как пример, дорогие. Būtība ir tajā, ka es to gribēju parādīt kā piemēru. Когда ты чего-то хочешь, Tad, kad tu очень, to ļoti когда vēlies, есть в тебе запрос, tad, kad tevī ir pieprasījums, ты готов tad tu esi идти gatavs iet далеко. tālu. Ты готов делать упражнения. Tu esi gatavs veikt vingrinājumus. Ты готов ехать на автобусе туда, куда он не идет. Braukt ar autobusu tur, kur viņš Я не neiet. раз вам рассказывала, когда я ехал к ней. И потом пешком по полю. С большими глыбами на ногах земли. Tad, kad es braucu uz tikšanos un beigās gāju ar kājām. 2 раза мотоцикл толкал с Ванюды. Divas Когда reizes мотор motociklu остановился. stūmu no Все ради vainotas. нее, Viss tikai viņas потому dēļ, что хотел видеть очень. jo ļoti gribēja redzēt, Без прав, без номеров. bez tiesībām un numuriem. Поехали, взял Юрчика с собой, чтобы самому не толкать. Умный. А тот, я так и знал, больше не поеду с тобой. Так было, да. Вот просто вспомните себя, каждый, кто меня слышит сейчас. Atcerieties sevi, Было время, bija laiks, когда вы чего-то очень страстно хотели, kad jūs kaut ko tik kaislīgi gribējāt, и вы делали ради этого все. un jūs darījāt visu tādēļ. Или к чему-то готовились, и вы знаете, что целую ночь не спишь, потому что завтра важный день. Un vai kaut kam ļoti svarīgam gatavojoties, nevarējāt gulēt visu nakti, jo Ne zināt, tak? ka rīt ir svarīga diena. Так, дорогие. Tā, jā. Почему? Что сломалось? Kāpēc? Kas salūza? Ничего не поменялось. Nekas jau nemainījās. Твой запрос. Tavs Tvoja žāžda. pieprasījums, tavas slāpes. Вера есть, Иисус уже все сделал. Ticība ir, jo ja es Просто jau ты не visu очень этого izdarīju, хочешь. Вот в чем проблема, Bet- понимаешь? problēma ir tajā, ka tik ļoti jau tu to nevēlies. Перебьюсь как-нибудь. Nu kaut kā jau tikšu galā. Но когда ты очень хочешь, Bet tad, kad tu ļoti gribi, ты сделаешь все ради tad tu этого. izdarīsi visu tādēļ. Как эти люди, про которых мы читали с Kā вами. šie cilvēki, par Вот и kuriem всё. mēs lasījām. Вот простой вам инструмент, Lūk, vienkārši который вы instruments, должны взять kas mums ir и jāņem. завтра применять уже. Un rīt Сегодня. arī šodien tas ir Вы должны jāpielieto. в себе воспитывать этого воина, который достигнет и посмешит, нет, как сказать, не посмешит, а постыдит дьявоla. Jums ir sevi jāieaudzina šis kareivis, kas pēc tam apsmies Sātanu. Он смеется над вами, Pašreiz viņš smejas par jums, а вы должны сделать так, bet jums ir jāizdara tā, чтобы ангелы хохотали. lai eņģeļiem būtu Давайте smieklīgi. помолимся. И я прям вот о чем буду молиться. Un es lūkšu tagad, Я вот что вижу прямо. ko es redzu. Во имя Иисуса Христа. Jēzus vārdā. Пап, спасибо тебе за это слово. Tēt, paldies par šo vārdu. Спасибо тебе, Иисус. Es pateicos. Спасибо тебе, Иисус. Paldies Tev. Спасибо тебе, Господь, Paldies Tev, за Dievs, инструмент, par за instrumentu, ключ, par что atslēgu, все возможно верующим. kad viss ir iespējams ticīgajam. Все доступно.
Viss ir Ничего не pieejams. спрятано. Nekas nav Все apslēpts. открыто. Viss ir atvērts. Даже когда оно находится в тайне, Pat ja tas ir tumsībā, эта тайна для нас доступна. tad šis noslēpums mums ir atklāts. Потому что то, что в недре отчим, внутри Бога, Jo tas, kas ir Dievā, открыто сыновьям. tas ir atvērts dēliem. Отец, и прямо сейчас, Un tagad, во Tēvs, имя Иисуса, Jēzus vārdā, та надежда, lai tā те cerība, стремления, tās те tiekšanās, желания, tās vēlmes, которые сломались с хрустом. kas ir salūzušas pilnībā, С хрустом это вот так ar вот. skaņām Во salūzušas. имя Иисуса Jēzus я vārdā, повелеваю вам es tam прямо pavēlu сейчас восстановиться. tagad Так atjaunoties. как вы с хрустом сломались, Tā kā jūs ar skaņu esat так с lūzuši, хрустом восстанавливаетесь. tāpat ar skaņu Всякая atjaunoties. надежда умершая. Jebkura cerība, kur ir mirusi, Вернись во имя Иисуса. atgriezies, Восстановись прямо сейчас, я говорю тебе. atjaunojies, Я пророчествую тебе Es во имя Иисуса. pasludinu. Восстановись. atjaunojies. То, что в тебе, тот пыл, тот огонь, Tas kaisls uguns, дексме, šī которое deksme, было у тебя в kas молодости, tev bija jaunībā, когда ты достигал целей. kad tu sasniedz Я savus вызываю это в mērķus, тебе сейчас во Es имя to Иисуса Духом Божьим. uzmundrinu Дух atkal Святой. Dieva vārdā. Возбуди этот пыл, Svētais этот огонь, gars эту страсть. Atjauno šo deksmu, Я kaisli. взываю к Духу твоему, Es saucu uz tavu к твоему Духу garu, человеческому, uz tavu cilvēka garu, ту черту характера, lai to rakstura īpašību, которая тебе не давала остановиться. kas tev nedēva Дух Святой, apstāties. коснись туда. Svētais gars Коснись туда. pieskaries, Пускай возбудится эта lai tas страсть. atjaunojās Это atkal. желание Šīs не vēlēšanās отступить от своего. neatkāpties no Во sava. имя Иисуса Jēzus я vārdā. вызываю в тебе это. Es izsaucu to Встань, я tevi. говорю. Es saku, celies, Воспрянь во имя Иисуса. iztaisnojies. Встань на обе ноги. Iztaisnojies uz abām kājām. И иди как piecelies победитель. Un izej kā Не как победитель, а uzvarētājs. победитель. Nevis kā, bet vienkārši, lai tu esi Потому что uzvarētājs. Иисус победил. Jo Jēzus ir Иисус говорит тебе, ты uzvarējis. веришь, что я могу это? Bet ja es tev jautāju, А vai ты tu кричишь tici во весь tam? голос, верю! Bet tu sauc, jā, Я es ticu. верю. Jā, es ticu. Что мне сделать, Иисус? Ko man darīt? Павел встречается с Иисусом. Что повелишь мне, Господи? Kā Pāvils teica, ko tu pavēlēsi man darīt? Он говорит, иди туда и туда. Viņš saka, ej tur un tur. И прозрел Павел. Un Pāvils, viņš kļuva redzīgs. Вот что ты должен сделать. Lūk, kas tev ir jādara. Отношения с Ним, дорогой, Attiecības ar viņu. определят Tas твое nosaka доверие другу. tavu uzticēšanos. Вот и все. Аминь. Amen.